на Кавказе столкнулись, говорит, Россия, еще бравшая первые уроки у Европы, и фактически люди, кавказские горцы, которые несли античную культуру. То есть поздняя античность столкнулась, схлестнулась полуевропейской цивилизацией, так скажем. Писали о кавказцах. Удивительно, говорит, мужество у них в крови, говорит, абсолютное презрение к смерти. Но империя делала свое. Она шла в течение 4 лет. Там вот донесения такие страшные. Сожжено там 40 аулов, сожжено 100 аулов, уничтожено 144 аула. Выжили все хлеба. Это десятки, сотни донесений. Я просто по памяти цитирую. Они дошли до Убыхи. Убыха возглавлял Хаджи Бирзек. До этого в 1861 году была встреча с Александром II. Но он поставил им твердое условие. Или переселиться на Кубань, на плоскость, чтобы ими легче было управлять, или в Османскую империю. Конечно, предводители народов Западного Кавказа были оскорблены. Еще ни один человек, правитель в мире, так с ними не разговаривал. Они, конечно, предпочли переселению на Кавказ сопротивление. Еще 3 года шло очень жесткое сопротивление. Даже там такие вот, по документам я говорю, в 1862 году абхазы с одной стороны, Западной Абхазии, а убыхи с другой, перешли хребет и разорили несколько станиц, уничтожили станицу, колонистам. И там один офицер пишет очень интересную вещь. В Адыгее там ночью подъехали, говорит, адыги, говорит, и что-то пели, говорит. Мы приготовились к бою, но они, говорит, к нам не подходят. Мы ничего, говорит, не поняли. Они пели довольно долго, говорит. А потом, через день пришел Нарочный, в общем, узнали, что были уничтожены несколько станиц, и они прославляли героев, которые вот сумели пройти. И там, подчеркивается, первый раз, говорит, мы, говорит, увидели людей в островерхних шапках. Это, абхазы одевали острые шапки, называется нарта-архалпа. То есть нартская шапка, так переводится. Шапка нартов, то есть. Я к чему говорю? И вот в мае 1864 года, в апреле уже, Убыхия была взята, и войска 4 колоннами были двинуты, тогда она еще Красная Поляна не называлась, называлась Губаду по-абхазски. Очистили они сначала Псху. Псховцы, когда уходили, все дома сожгли, все. По себе тризну сыграли, помните? И начали с песни гор спустились к морю. Прощались с родиной. А когда поднялись на Красную Поляну, там даже женщины принимали участие в сражениях. А другая колонна, которая шла через Аибгу, встретила, на 3 дня задержалась. Они не поняли, в чем дело. Был очень ожесточенный бой. Там, в прямом смысле слова, женщины с ружьями, как говорится, с винтовками шли в бой. И вот что интересно, они все погибли. Этот последний памятник героизма на Западном Кавказе. Все были, потому что в Турции, Красная Поля по-абхазски Ахчипс, много там Псху, это все, все известно. А Аибыха почти никто не знает. Потому что 3 дня ожесточенный бой шел, только орудиями их смогли выбить. Картечью расстреливали. Вот это был самый последний бой.